В преддверии юбилейного СИХ Олонхо в Верхневилюйском улусе и Дня народных мастеров республики, а также в честь Года культурного наследия в России, в селе Верхневилюйск провели выставку-конкурс для умелых мастеров разных сфер. Участие приняли 25 человек из 8 наследов. Талантливые мастера со всего улуса собрались в Доме культуры показать свои работы. Есть изделия из конского волоса, дерева, железа, из рога сахатова и из разных видов ткани. Народный мастер Надежда Тюляхова приехала из села Аргет. Занимаюсь конским изделием с 2014 года. Я изготавливаю традиционные сыновки сырье и из конского хвоста делаю вот такие махалки от комаров. По-якутски называется дейбир. Вот для себя вот заказала рукоятку из рога оленя. Занимаюсь еще плетением из конского волоса. Из хвоста делается эта шляпа, например. Очень кропотливая работа. Вот такие делаю. И вот такие делаю мужские. Раньше пилили из конского хвоста, делается только шляпа. Облик манчары, плетение из конского волоса. А вот центр сделала из войлока. Техника называется валянье. Валянье. Игорь Манчар я сделала вот такую панно. И вот олонхо вот для вот сейчас у нас год олонхо идет в нынешнем году. Вот делала тойксут панно. И вот тоже по технике это сырье. Пилила вот такое панно. Рисунок тоже сделано из валяния. Символ Верхневилюйского улуса Хотонбилю. И вот моя новая работа называется депсе. Это под седло лошади. Ну, время идет это на заготовку сети идет. Где-то месяц. А это я сделала как бы, ну нигде нету такого. И вот это я сама взяла из традиционного плетения сырье рисунок. Материалы вот в основном дают мои родные, и некоторые сейчас уже закупают. Материал уже дорого стоит, и вот энтузиасты мне дают. Также проводились разные мастер-классы. На выставку посетители приходили с 10 утра до вечера. Я пришла на эту выставку, было все так интересно. У нас очень мастера талантливые, все так понравилось. Такая работа у них изумительная, могу сказать, и тонкая. Это очень кропотливая работа, например, из конского волоса я видела картины, аппликации. И очень понравилось вот куклы, сделали. Вот у Павловой Ирины очень хорошие работы, лоскутная мозаика, кажется, называется, техника. И я тоже сама занимаюсь немножко рукоделием, и мне всегда интересно, что делают другие люди. Все показанные изделия были сделаны и по старинным якутским традициям, и по современным трендам. Фантазия возможностей наших мастеров не имеет границ. Практически во всех наследных домах культуры и отдыха сейчас основная работа – это шитье национальных якутских принадлежностей. Даже те, кто никогда этим не занимался, подучились, и на помощь приходят разные женские сообщества и, конечно же, бабушки, у которых больше опыта. Особое внимание мы будем уделять исполнению олонхосутов и исполнению олонхо. Тут будет отдельная тюгульке, где будут проводиться конкурсы. Также мы очень надеемся, что тюгульке огохай и тюгульке олонхо охватит больше народу, чем в предыдущих цехах. В этом наше будет отличие. У нас глава поставил задачу особое внимание уделить вот этим два вида конкурсного исполнения и традиционной культуры. В этой части мы ведем плодотворную работу.
13 марта поставили специальное табло, которое отсчитывает ровно 100 дней, вплоть до минут и секунд, до начала юбилейного эссе Холонхо. Знаменательный день начался с торжественного включения табло, растянули солома и провели парад от центрального сквера до Дома культуры, в котором участвовали всадники и жители в национальных якутских костюмах. В районном доме культуры сделали выставку, из наслегов привезли свои изделия, которые готовили для эссеха, а также мероприятие посетили гости из Якутска во главе с режиссером Русланом Тараховским. Ранее они посетили несколько наслегов. Советы послушали старожилов и других деятелей культуры, наслегов. И это все очень нам пригодится, потому что мы все записали, их замечания, их советы. И очень хорошие были идеи. И это поможет в постановке всего этого действия. И мы рассказали населению свои видения насчет постановки, открытия и закрытия. И получили одобрение населения. Это нас очень тоже, мы обрадовались этому очень, и мы смело будем уже внедрять свои замыслы. В Верхневилюйском Улусе провели форум для предпринимателей по вопросам подготовки к проведению республиканского 15-го юбилейного эссе Холонхо в 2022 году. В форуме выступили с информацией о ходе подготовки, презентовали место проведения эссе Холонхо и единый концептуальный дизайн-код. Нам бы очень хотелось, учитывая проведение такого масштабного праздника, как эссе Холонхо, чтобы преобразилось село Верхневилюйск. За основу взята наша кормилица, матушка река Вилюй. И ее волны все должно соответствовать при оформлении дизайнов, заборов, фасадов и вывесок, чтобы был единый дизайн-код. Надеюсь, что наши предприниматели поняли этот наш дизайн-код и улучшение планировки, улучшение облика села будем работать все вместе. О состоянии привлечения и целевого использования спонсорских и благотворительных пожертвований от субъектов малого и среднего предпринимательства выступил с докладом и предложениями Василий Васильевич Чинохов. 21 поселения и непосредственно Улуса был учрежден фонд поддержки 20-х игр Манчары, который в свою очередь в 2018 году внес изменения в свой основной документ устав, и теперь именуется Фонд содействия социально-экономическому развитию Улуса, вносит свою лепту в дело подготовки и проведения республиканского эссе Холонхо, так как фонд является уполномоченным органом по привлечению, аккумулированию и расходованию денежных средств от спонсоров, меценатов и от трудовых коллективов и физических лиц. Также проведена выставка народных промыслов и продукции сельскохозяйственных производителей. И самом-то деле это мероприятие ежегодно проводится. Такие мероприятия надо проводить, и тем более в этом году юбилейный Верхневилюйский, где-то около 25 тысяч посетителей будет. За это мы должны совместно с предприятиями готовиться именно в этом мероприятии юбилейный, да. И все-таки сегодняшний день местной продукции мы должны, своя продукция должна быть. И мы сами должны свои продукции покупать, и продавать, и обеспечить население. Подготовка идет во всех отраслях. Важная роль, чтобы эссех прошел на высоком уровне, лежит на Департаменте культуры. Очень большое внимание мы уделили массовке, то есть участникам
открытия и закрытия нашего ИСЭХа. Мы планируем охватить в этой сфере массовки около 2000 человек. Также в этом открытии примут участие участники нашего шедевра ЮНЕСКО. То есть у нас ИСЭХ, формат ИСЭХа будет международный уровень, поэтому мы к этому полностью готовимся. В настоящее время утвержден полный сценарий, тематика нашего ИСЭХа и направление по республиканским конкурсам. Подготовка к юбилейному ИСЭХу Олонхо идет даже сейчас, несмотря на погоду. Строятся пункты питания, трибуны, а также якутские балаганы. Они сделаны из СИП-панели, размеры 4,5 и 5 метров, должны быть готовы до лета. В них будут принимать гостей из других районов. Строительные бригады из 7 человек трудятся каждый день. Все идет по плану, единственная проблема – это отсутствие подключения к электросетям. Работают с помощью переносной дизельной станции. Это будут балаганы на снегов, где они будут принимать прикрепленных из гостей из прикрепленных районов. У нас каждый наслег прикреплен определенному району, и вот для их приема вот подготавливаем такие балаганы. А так строительство вот обрядовых инфраструктур ИСЭХ Олонхо идет по плану. Строится большая трибуна. Навес, наверное, будем покрывать в мае месяце, когда потеплеет. И уже мы должны быть готовы уже 20 числом июня уже будет у нас ИСЭХ, и к этому времени надеемся, что успеем, работа идет. После проведения ИСЭХа мы должны передать вот эти балаганы желающему индивидуальному предпринимателю, чтобы он занимался, гостевой дом, чтобы праздник, если и даже как гостиница, чтобы работали. Они должны быть круглогодичными, теплыми. Народ подготавливается, уже шьет свои национальные одежды. Так что милости просим, уважаемые гости ИСЭХ Олонхо. Все эти мероприятия показали, что верхневилюйцы очень ответственно и усердно готовятся к ИСЭХу Олонхо. Важность события осознают от мала до велика.